В уличных библиотечках Сыктывкара стали десятками пропадать книги. Ежедневно домики для буккроссинга, это такой книговорот книг от одного читателя к другому, пополняют сотрудники столичных библиотек. Но к полудню они уже пустеют. Что это, активный читательский спрос или простое мародерство, разбиралась Дарья Вологжанина. Пусто. Это книжный домик Национальной библиотеки Республики Коми. Работает он по принципу «взял две книги, будь добр положить не меньше». Но в последнее время уличные библиотечки начали пустовать. Заядлые читатели и комментаторы в соцсетях убеждены – за литературой кто-то охотится. И делает это не от большой любви к чтению. Наша съемочная группа тем временем вышла проверить, кто же забирает книги практически оптом и при этом не особо стремится делиться своими. В Кировском парке книжных домиков больше всего. Ждать приходится недолго. Куда вам столько книг? Рюкзак и сумка от и до, забитые изданиями. Снять как библиоман охапка забирает книги наша съемочная группа, к сожалению, не успела. А все наши вопросы были проигнорированы. Может быть, это действительно активный читатель, просто взамен оставить ему нечего. Впрочем, горожане, прогуливающиеся в эти часы в парке, настроены более скептично. К сожалению, в последнее время появилась группа людей, которая берет это все и выносит, сдает на макулатуру. Печально, конечно. Но возле вокзала стабильно там ящик. В Мичуринском парке тоже. Здесь еще так как-то более-менее. Но тоже стали. Раньше так не было. А сейчас уже стали и здесь брать. Ежедневно сотрудники нацбиблиотеки пополняют уличные читальни. На каждую приходится около 30 книг. Хватает их максимум на полдня, сетуют книгохранители. И прямо говорят, разбирают их вовсе не любители чтения, а скорее охотники за легкой наживой, чтобы после сдать добычу на макулатуру. К буккроссинг-домикам подходят не только с рюкзаками, но и подъезжают на авто, заполняют книгами багажники. Поймать псевдочитателей за руку невозможно, предъявить-то вроде и нечего. Замечания тоже не работают. Мы подходили к этим гражданам, объясняли, что это книжные домики, что эти книжные домики и книги в них предназначены для людей, для чтения, что они очень востребованы семьями малообеспеченными, пенсионерами, что люди сейчас, может быть, не совсем, у которых могут себе позволить, да, покупать книги в книжных магазинах книжных. Мы знаем, сколько стоят новые книги, да, это 1000, 2 и 3. Имеют возможность пополнить свои личные библиотеки необходимыми для них книгами. На что мы получали очень нецензурные в ответ ответы, что это не наше дело, нас это не касается, и если мы шли мимо, то идем мимо. В Россию идея книгообмена пришла из Европы. В Коми появилась больше 5 лет назад. Сразу стала популярной. Книги из домиков активно берут почитать горожане. Ответственные не забывают приносить и свои. Я взял из той библиотеки Жюля Верна, который у меня уже есть, который я уже брал из той же библиотеки. И надо было его обратно отнести. Ну вот за компанию взял все остальное. И здесь и по всякой медицине набрал, и по физике, и по фотографии книг. Их сейчас не найти нигде, не купить. Только так. Сотрудники библиотек отмечают, не все сыктывкарцы относятся к таким библиотекам бережно. Если год назад дверцы оставались без ручек, то уже в этом году домики в Мичуринском парке остались без дверей. Вот так добрая инициатива иногда доставляет немало хлопот. Дарья Вологжанина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.